Дорогие гости мероприятия приветствовали национальные общества, татарские песни, удмуртская музыка, чувашский и кряшинский фольклор. Русские народные танцы звучали гармонично. Эта картина отражала дух самого города, построенного людьми разных национальностей и культур, объединившихся ради общей цели. Первостроители вспоминали свою молодость. Тогда, 60 лет назад, их энтузиазм и решимость позволили построить город мечты на Нижней Каме. Начинался он с вагончик, вот сами знаете, а сейчас стал самым красивым городом России. И поэтому я желаю городу дальнейшего процветания. Молодым, учиться, работать, продолжать традиции. Я приехал сюда после окончания института в 1971 году. И это был город, который можно было за 15 минут обойти. А сейчас я приезжаю, гуляю по этим улицам. Парки, парк «Семья», парк нефтехимиков, везде брусчатка, красиво все, великолепная архитектура. В общем, есть на что посмотреть, есть где отдохнуть. В общем, великолепный город. Я рад, что наш город стал таким. Центральное место на празднике заняла выставка ретро-фотографий, показывающая этапы строительства города. Посетители могли увидеть первые шаги развития Нижнекамска от временного жилья до возведения крупных промышленных объектов, жилых массивов и общественных зданий. Мы гордимся нашими первостроителями. То, что мы сейчас живем в таком хорошем городе, то, что у нас все есть парки, есть колледжи, есть школы. Мы очень благодарны. Тематические стенды рассказывали гостям о многонациональности и единстве нашего города, о бытии первостроителей. И здесь же можно было узнать интересные истории. В нашей экспозиции совсем не случайно стоит веник с тазиком. Мы вспоминаем историю, рассказанную первым почтальоном Ольгой Феофановной Шадриной, когда бытовые вопросы решались, но про баню забывали. И в баню ходили мыться в деревню Ахтуба. Евгений Королев со своим другом, главным врачом Фатихом Хайбулиным были постоянными посетителями их семейной бани, устраивали состязания, кто выдержит жарче пар, а Ольга Феофановна переживала, выдержит ли моя баня. Но вот так вот весело и интересно проходили их дни. На главной сцене Дома народного творчества прошла масштабная праздничная программа, объединенная темой героизма и самоотверженности нижнекамских первостроителей. Унесла река далеко, всю печаль, как вешний сон. Что ж ты бродишь одиноко? Шлю тебе я свой поклон. На почетных местах сидели те люди, кто активно участвовал в становлении Нижнекамска: учителя, врачи, инженеры, строители и рабочие градообразующих предприятий. Эти люди создавали основу современного облика города, подарив своим потомкам достойную жизнь и процветающий регион. И мы в честь этого прекрасного юбилея приняли решение с нашими депутатами объявить 2026 год годом первостроителей. Потому что самая главная цель наша и всех наших мероприятий – это сказать спасибо нашим первостроителям, сказать спасибо нашим ветеранам и вспомнить всех тех наших легендарных земляков и всех, кто вложил душу и сердце в этот прекрасный город Нижнекамск, которым мы по-настоящему сегодня гордимся. В ходе празднования открытия года первостроителей прошло торжественное награждение. Почетные награды и благодарственные письма получили работники различных сфер, которые трудятся во благо Нижнекамска и Татарстана. Вера Муратова, Максим Липин, Новости НТР.